Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии участник специальной военной операции, человек, который был в первых рядах первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова, Эдуард Габдрахманов. Здравствуйте. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте, Лиана. И, пользуясь случаем, я хотел вас поздравить с наступающим Новым годом. Ну и всех жителей Республики Башкортостан. Большое спасибо. Это очень приятно. Новогоднее настроение сразу. Эдуард, как вы оказались в рядах добровольцев? На самом деле причин несколько, но одной из причин было то, что мы в 2015 году создали военно-патриотический клуб. Он называется «Булат». И работая с подростками, с молодежью, я решил своим примером показать, как надо поступать в такой ситуации. Эдуарда можно назвать военным корреспондентом. Поясню для наших телезрителей. Батальон Шаймуратова первым из башкирских батальонов заходил в зону СВО. И тогда, в начале сентября 2022 года, еще не было понятно, какая будет связь с бойцами. И Эдуард по мере возможностей снимал видео и фото, записывал интервью с военнослужащими. И благодаря этому мы знали, как обстоят дела, какой настрой у наших добровольцев. И первые такие материалы Эдуард снимал на боевом слаживании. И сегодня мы посмотрим часть этих материалов. Прямо сейчас предлагаем посмотреть фрагмент, когда батальон только прибыл на боевое слаживание. В настоящее время личный состав размещается, разгружается. Погода прекрасная, по дороге нас поддерживали местное население. Были остановки, в которых нас угощали чаем. Эдуард, в этом видео вы сказали про то, что по пути следования вас приветствовали, угощали чаем. Каково вообще это чувствовать поддержку земляков? Ну, конечно, поддержка земляков очень важна. Она, как и в прошлый раз, и сейчас в большом количестве мы ее ощущаем на себе. Как народ Башкортостана, так и администрация. Глава Республики Башкортостан Ради Фаридович Хабиров. Мы чувствуем эту поддержку, мощную поддержку, которую не оказывает ни один регион. Да, безусловно, на самом деле я очень часто слышал про то, что вот именно что Республика Башкортостан лидирует. Ну, об этом говорят и все бойцы, да, с кем мы встречаемся, что очень мощная поддержка идет. Эдуард, как проходило боевое слаживание? Коллектив сразу сплотился или же все-таки люди отсеялись? Потребовалось время определенное? Ну, проводился отбор, конечно же, и определенное количество бойцов на этом боевом слаживании отсеялись. В результате появилась боевая единица, которая уже была готова выполнять поставленные боевые задачи. Физическую подготовку тоже проверяли? Конечно, проверяли. Это стрелковая, огневая, физическая Это работа. очень важно на передовой. А вы заходили в зону СВО в сентябре 2022 года и оказались сразу на одном из самых сложных направлений, Херсонское направление. Каково это было из мирной жизни оказаться на линии боевого соприкосновения? Первоначально, вот лично для меня оказалось, что я нахожусь на съемках фильма, чего-то нереального, что-то прилетает, что-то взрывается. Дальше, конечно, мы все привыкли, прошли несколько стадий становления, привыкания и так далее. Некоторые пришли в стадии, кстати, подошли к стадии безразличия. Но в результате все вышли на определенный уровень готовности и выполняли поставленные боевые задачи. В сентябре 2022 года наш батальон Шаймуратова зашел за ленту. И у нас есть те видео. Давайте посмотрим их. Сегодня 12 сентября, и за моей спиной идет бой за деревню Безымянная Херсонской области. Слышно выстрелы. Мы находимся в 700 метров от этого населенного пункта. Прикрываем отход на всякий случай. Эдуард, вот в этом видео вы говорили, что был бой за деревню Безымянная. Вы помните тот день, когда снимали это видео? Да, я помню каждый день. На самом деле каждый день он в тех условиях длится совершенно по-другому. Это время останавливается фактически, оно длится практически вечность. Да, я помню этот день. Так же, как и все остальные? Как и все остальные, да. Но они были похожи, в принципе. Непрерывные какие-то, вот эта музыка войны, так называемые, звуки выстрелов, прилетов, она сопровождала нас на весь период нашего нахождения там. Эдуард, а вот в начале сентября вы уже были на передовой, а потом объявили частичную мобилизацию. Расскажите, как это повлияло на ваш контракт? Согласно 647 указа президента нашей страны, 4 пункта, все
ранее заключенные военные контракты продолжают действовать до окончания СВО. Ну, юридически так повлияло. Ну, да, с нами была проведена определенная беседа с замполитами. Люди адекватно воспринимали данную информацию. Ведь нас провожали, когда нас провожали, нам говорили, ждем вас с победой. Да, Ну безусловно. и, собственно говоря, люди уже были настроены на это. Поэтому мы с победой вернемся. То есть, поясню для наших телезрителей, сейчас ни контрактно служащие, ни добровольцы, ни мобилизованные не могут уволиться, пока не кончится успешно специальная военная операция. Да, совершенно верно. Эдуард, ну вот сейчас, вспоминая первые месяцы на передовой, что в памяти такое наиболее яркое? На самом деле яркое все, яркие отношения, более чистые друг с другом, они более искренние, поэтому люди называют друг друга там брат, и это не простые слова. Начиная от более внимательного отношения, заканчивая тем, что ты готов пожертвовать ради этого человека, который там находится. Да, вы совершенно правы. Эдуард, а вот находясь там на передовой, вы постоянно фотографировали или снимали ваших братьев, боевых товарищей? Как они реагировали на это? Потому что вначале ведь многие пытались скрывать свои лица, ну то есть была такая практика, да, что все закрытые в балаклавах. Ну, по-разному, люди разные воспринимали. Некоторые нам сами подходили, просили, и они стали просто звездами моих видео, сюжетов. А впоследствии все-таки поняли ребята, для чего это делается. Потому что, ну и сами подходить стали практически все. Давайте вот про меня, про него, там у нас есть вот героический поступок. Снимем определенный сюжет. Поэтому было по-разному. Но благодаря этим фото- и видеоматериалам мы знали здесь, как у вас обстоят дела, родные были в курсе, и поэтому спасибо вам большое за эту вашу работу. Ну а прямо сейчас предлагаем посмотреть еще один фрагмент, который был снят на передовой в ноябре 2022 года. Здравствуйте, дорогие земляки! Личный состав батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова продолжает выполнять боевые задачи. Бойцы получили теплые вещи, получают ежедневно необходимое количество питания. Руководство батальона и бригады относятся по-отцовски. Мы передаем привет всем нашим близким, друзьям, знакомым. Мы скоро с вами встретимся. Победа будет за нами. Вы сказали, что руководству батальона бригада относится по-отцовски. Расскажите про это. В чем это выражалось? Выражается во всем. Начиная с того, что как боец получает горячее питание, доходит ли до него гуманитарная помощь, посылки, во что он одет. Вот все эти мелочи в совокупности дают картину такую положительную, общую. Ну и, понятное дело, душевное состояние. Отношения. Вот у нас командир роты с нами все время находился на позициях, никогда никуда не уходил, был с нами в соседнем окопе. Но это тоже о многом говорит. У нас есть видео, которое отснял Эдуард, и давайте посмотрим. Начали работать наши теперь. Ответка пошла. Да. Мы победим! Мы победим обязательно. Эдуард, а каково вообще это понимать, что в любой момент снаряд может попасть в тебя? Ну, привыкаешь. Много можно говорить, люди по-разному готовятся, настраиваются, привыкают, у каждого свое. Ну, вообще просто привыкает человек ко всему. Было чувство, как будто ангел-хранитель, он рядом и ходит по пятам. Чувство такое, конечно, есть. Но вот возвращаясь, приезжая вот сюда, на родину, в краткосрочные отпуска, вот удалось посетить, сходить на службу в храм, и меня встречают там, и мы говорят, мы вот за вас молимся, постоянно подаем записки. Мы чувствуем это, чувствуем и острая необходимость нахождения в непосредственной близости от линии боевого столкновения наших священников, Хамзы Хазрата и отца Виктора. Это вот мы чувствуем, и им большое спасибо. Это помогает справиться со страхом? И что еще вообще помогает справиться со страхом там на передовой? Ну, на самом деле много моментов.
А вот я лично мастер спорта по греко-римской борьбе и записался в эту секцию для того, чтобы стать сильнее. Сильнее для того, чтобы можно было защищать свою родину, свою страну, семью, близких, знакомых. Ну и, соответственно, люди, которые прошли через определенный путь, опытным путем прошли все это, они знают, как бороться, победить этот страх. И мы знаем, что вам на боевом посту помогали. Смотрим видео. Вот на посту с кошкой и собакой. Они там наблюдают, тоже следят. Один, чтобы там враг не прорвался. Вторая, чтобы мыши нас не загрызли. Молодцы какие. Ну вот так даже кошка с собакой сидят вместе рядышком и не дерутся. На самом деле видео не столько о друзьях. Понятное дело, что это братья наши меньшие, которых мы приручили, за которых мы в ответе. Сама война, она же ведь приносит трагедию не только в людские судьбы, скажем так, но и сама природа как бы противится всему этому. Это неубранные поля, это брошенные домашние животные, которых вот наши солдаты, бойцы прикармливают. Ну, они, соответственно, им помогают где-то. Где-то вот коты, кошки ловят мышей. Этих мышей огромное количество на позициях. Ну, собаки по-своему где-то предупреждают о приближении опасности. Поэтому, Чувствуют? Чувствуют. Эдуард, вы длительное время были на передовой, и сейчас мы предлагаем посмотреть видео, которое вы сняли в мае 2023 года. Внимание на экран. Всем доброго дня. Сегодня 19 мая 2023 года. И вот что хотелось бы сказать. Мы находимся на позиции. В втором эшелоне, правда. Находим здесь различные боеприпасы. Как раньше наш верховный главнокомандующий говорил, партнеров, на самом деле заклятых врагов, которые только и мечтали о том, чтобы как-то навредить нашей великой стране. Эдуард, мы только что посмотрели видео, и вот на фрагменте, получается, и птички поют, и трава зеленая, и где-то даже цветы. И вот даже, ну, не скажешь, да, что это Что зона СВО, где идут боевые действия. специальной военной операции, что это зона боевых действий, то есть, да. И, ну, мы знаем, что вы нашли для себя там красивые моменты, пейзажи. Ну, человек всегда стремится к чему-то красивому, прекрасному. Несмотря на то, что он находит не только прекрасное, но и вот заграничное вооружение, боеприпасы, которые в большом количестве поставляют наши, как я уже там говорю на видео, не партнеры, а заклятые враги. Заклятые враги, которые сейчас сняли маски и не являются реальными и настоящими выгодополучателями этого конфликта, который ими срежиссирован, полностью спланирован, вытирая руки. На самом деле, пора бы одуматься нашим соседям и прекратить, на самом деле. Эдуард, ну вы практически в каждом видео говорите, что победа будет за нами, и мы все верим и знаем, что так оно и будет. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.